Сейчас тысячи выпускников по всей стране с нетерпением ждут результаты ЕГЭ. От этого зависит их поступление в выбранные вузы. Абитуриенты могут увеличить свой суммарный балл за счет индивидуальных достижений. Среди них волонтерская деятельность и победы в олимпиадах. А этим по праву могут похвастаться учащиеся первой карабулакской школы. Председатель регионального совета движения первых, участница Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» и добровольческого форума поколения 18-35. Можно смело заявить, что ни одно мероприятие не обошлось без участия Хади Хашагульговой. Самая ценная же награда, по словам школьницы, это медаль от президента страны за помощь в организации Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году, которую ей вручил глава региона Махмуд Али Калиматов. Все эти регалии помогут Хади в ее планах на будущее. Выпускные экзамены она сдала, самое время выбирать вуз. Подавать буду, скорее всего, на факультет государственного и муниципального управления. Я выбрала это еще, наверное, в классе в 8. Поможет ли активная деятельность? Поможет, потому что и за волонтерские часы всегда детям дают дополнительные баллы в вузах при поступлении. И в целом какая-то активная жизненная позиция, она помогает, потому что это же живые люди просматривают твою заявку. Они видят то, что ты человек, который может какой-то вклад принести им же в университет. Дана Хашагульгова – еще одна гордость школы. Финалист всероссийского турнира «Лига знаний. Школы и колледжи». Победитель конкурса эссе «Россия, мы дети твои», который проходил в Артеке. Участница выставки «Россия на ВДНХ». На ее счету более 300 часов волонтерской работы. Иностранный язык – вот ее самая большая любовь. Она участвовала в Олимпиаде по английскому и прошла на федеральный этап. Говорит, что ей легко совмещать школьную и внеурочную деятельность. Сейчас она ждет результаты ЕГЭ. Я рассматривала самые разные там международные отношения и так далее, но когда я поняла, что там больше углубляется вправо, я поняла, что это совсем не мое, больше во что-то такое юридическое, это мне не очень нравится, поэтому я решила остаться с тем вариантом, который у меня был вот изначально, самый первый, наверное, еще в 8 классе, это переводоведение, переводчик кино, фильмов. 11 класс на золотую медаль закончила и Амина Алисханова. Сейчас она рассматривает различные вузы, как у нас в регионе, так и за пределами. Отличный аттестат даст ей 5 дополнительных баллов. Но так как бюджетных мест всегда не хватает, Амина может надеяться на то, что победы в Олимпиадах обеспечат ей преимущество. Я участвую в различных мероприятиях школы, республики, России. Часто занимала призовые места и бывала победителем. Здесь гордятся тем, что дети представляют Ингушетию на таких площадках. Каждый конкурс – это новый вызов. Эти школьницы – пример целеустремленности, отмечает директор. Они не боятся сложных задач, а их победы на федеральном уровне – результат системной работы и поддержки школы. Участвуя в различных мероприятиях, девушки объехали практически всю страну. Это участие нашей Хашагульговой Даны по учебному процессу в интеллектуальном направлении. Лига знаний, мероприятие проводилось в городе Москва. Также она посетила РУДН, приняв участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В международном форуме Сочи наша ученица участвовала, единственная несовершеннолетняя, ну и так далее. То есть такая цепная реакция получилась очень хорошая, где и важно отметить то, что ни одни эти мероприятия, выездные, воспитательного характера, не помешали учебному процессу. Сейчас наши героини готовятся к выпускным экзаменам и планируют поступать в ведущие вузы страны. Их активность и достигнутые успехи – отличный старт для будущих побед. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз, 24.